27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И директор Национальной библиотеки Чеченской Республики Сацита Исраилова. Маршал. И переходя сразу к нашему разговору с Сацита, действительно, 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Ваш профессиональный праздник, с чем я вас и поздравляю. И уже если перейти к нашим вопросам. А что нового сегодня есть у наших библиотек? В сфере библиотек. Так правильно будет сказать, да? Ну да, все. Прошу. Ну, все очень хороший вопрос, учитывая, что, знаете, я как человек, который очень долго работает в библиотеке. Это я знаю, Так долго, что у меня есть как-то сравнивать несколько моделей библиотек, я имею в виду советскую модель библиотек, это переходная модель библиотек, это я имею в виду 90-е годы, когда абсолютно библиотечное сообщество не знало, что же сделать так, чтобы привлечь читателей, и сегодня совершенно новое направление, как мы называем его, такое креативное направление, библиотечная, я не постесняюсь слово сказать, индустрии. Конечно, мне есть чем сравнивать, и я, конечно, наверное, как и все шестидесятники, я-то, конечно, за классическую модель библиотеки, где все очень тихо, значит, так, все сидят в читальных залах, читают книги и так далее, но и вместе с тем понимаю, что когда сегодня целая библиотека, у тебя умещается такой маленький гаджет, я понимаю, что мне в библиотеку сегодня читатель за книгой не придет, прочитать там, скажем, Евгения Онегина или там еще, ну там барышню-крестьянку, так можно сказать, потому что это все есть в интернете. Но и вместе с тем есть профессия библиотекаря, которая, кстати, в этом году уже все утвержден профессиональный стандарт библиотекаря, профессии библиотекаря. То есть сегодня нужно искать идеи, не получилось не так, чтобы библиотека была в тренде, и она предлагала как бы свои услуги. Наоборот, проходит такая модель, что сам читатель сегодня предлагает свое видение развития библиотеки. Это новое, и это в библиотеке. Да, совершенно верно. Он сам предлагает свою модель. Понимаете, что такое библиотека? Это такое, знаете, а что такое библиотека, да, действительно? Это, ну, если мы берем с вами... перевести на современный лад. Да, на современный лад. Это современное пространство, такое мультимедийное пространство, с новыми IT-технологиями, сегодня совершенно новым мышлением самого библиотекаря. Кстати, мы здесь немного охромаем от нашего читателя. Это совершенно новые услуги, которые мы оказываем. И, конечно, самое главное, когда сам библиотекарь становится участником тех событий, не мероприятий, а событий. Это и есть современное библиотечное пространство? Да, есть. И, естественно, мы дополняем новыми... Вы дополняете или заполняете это пространство? Мы их дополняем. Библиотекари, уже есть библиотека. Вы знаете, так сказать, простым языком, у библиотеки сегодня нет проблем. Библиотека – это великолепные залы, это книги, это компьютерные залы. Сегодня проблема у читателей, которые сегодня сами, зачастую, очень часто сами не могут Так определить. вы за какую библиотеку? Прошу прощения за такой вопрос. Это в традиционный уклад или же все-таки переходим к современному? Современный, потому что мне читатели не дадут сегодня по-другому в этой библиотеке находиться. Они мне скажут: знаешь, тетя Сацита, иди-ка ты к себе домой. Я сегодня хочу, чтобы я вас получил продукт, я вас хочу получить электронную книгу. Если у вас есть возможность, обеспечьте ее. Я сегодня хочу не только прийти и смотреть ваши библиотечные мероприятия, я хочу их сам проводить. Я, например, сегодня, скажем, образно говоря, занимаюсь журналистикой. Я хочу собрать такую же группу единомышленников и провести такой, знаете, в закрытом таком небольшом пространстве. Я хочу пообщаться со своими современниками. Хорошо. И что вы можете сегодня предложить вашему читателю? Мы сегодня можем предложить огромный спектр услуг от того, как, например, сегодня выдать ему литературу на дом, и от услуги эту книгу получить в онлайн-пространстве, ее прочитать. Это он может сегодня, прочитав книгу, мы эту оцифрованную книгу можем... Это говорит библиотекарь? Это говорит, да, это предлагает библиотека. То есть, например, смотрите, вот библионочь, да, вот, кстати, она вот в день библиотеки, библионочи состоится, понимаете?
Иногда библиотекари делают абсолютно не ту работу, которой мы, в общем-то, учились несколько лет. Сегодня библиотекари у нас и танцуют, и вышивают, и поют, и совершенно верно. Я вам И это так- всему учат? это все должно сегодня приветствоваться. И при приеме на работу... Или этому должны учить? Должны учиться. Потому что, еще раз говорю, сегодня книгу получить – это одна из услуг, которую библиотека оказывает. То есть библиотекарь в том понятии, о котором мы говорим, классическом, он отошел? Да, к сожалению, к радости, к счастью, но частично, естественно, трансформировалась эта сама библиотека и понимание того, какая это должна быть библиотека. Но, безусловно, классическими остаются читальные залы. Вот тут уже, естественно, идеальная тишина. Здесь, да, читатель пришел позаниматься, потому что я же говорю, как при приходе в библиотеку читатель сам определяет, что же он хочет в этой библиотеке И получить. что же хочет современный читатель? Знаете, Какой он? Вот что его интересует? Вы знаете, Кто чаще посещает библиотеки, даже скажу так, мужчина или женщина? женщины. Почему? Потому что, ну, не знаю, мужчина сам по себе немножко ленивое такое, знаете, создание, он как-то больше, конечно, женщин, потому что очень много литературы, которая сегодня, особенно когда сегодня девочки 15, 16, 17, 18 лет, безусловно, если вы посмотрите сегодня исследования, показывают, что большинство идет о девочек, а мальчикам что это интересно, не знаю, какой-то там другой вид литературы, который зачастую очень часто можно не найти в библиотеке, и поэтому чаще библиотеки сегодня девочки, но И что вместе интересует нашего читателя? Будем говорить читателя, Читателя. не определяя мужчина, женщина. Хорошо. А вы знаете, читателя сегодня интересует такой огромный спектр того, что, я говорю, литературы, если мы берем с вами в классическом понимании, что прочитать книгу, Да-да-да. безусловно, его интересует современная литература. А порой спрашивают такую литературу, ну, которая, ты говоря, в общем, наверное, никогда бы и не уделял внимания, чтобы комплектовать эту библиотеку, закупать эту литературу. Безусловно, если мы ее с вами разложим как бы в такое, вот знаете, вот в нумерацию создадим, на первом месте сегодня чеченская литература. Вот, кстати, интерес к чеченской литературе, он очень сегодня велик. Но, к сожалению... Книги на чеченском языке. И на чеченском языке, и относящиеся Это к основное нашим. направление? Да, ну очень много, мы как раз-таки в этом направлении мы работаем. И второе направление, это такая, знаете, современная проза, современная литература, но, к сожалению, хромает, так можно сказать, вот, не очень подходящее слово, но тем не менее отстает сегодня классическая литература, и почему-то сегодня все меньше уделяют. Почему? Ваше мнение? Почему? Мое мнение, Почему их нет? Вы знаете, вот в моем понимании таком нет, поскольку, возможно, в школе не так ее с интересом преподают, как ее преподавали в советское время. Это первое. Во-вторых, ну, согласитесь со мной, ну как можно «Войну и мир» в упрощенном варианте, там, не знаю, в 200 страниц ее можно прочитать. Это сегодня школа допускает. Тут я согласен. Я, например, не могу себе представить, что я за лето, за 3 месяца пришла там 1 сентября на урок литературы, мне прочитал весь спектр литературы, который мне был рекомендован на летнее чтение. Сегодня это допускается. Это такие, знаете, очень много таких моментов. Сегодня, возможно, сегодня мы неправильно трактуем и саму классическую литературу, поскольку, ну, смотрите, как весь мир читает Достоевского, да, ну, студенты, например, да, учащиеся, читают ее сегодня немножко скучноватой. И еще раз говорю, это, конечно, общая такая проблема, это общие такие вопросы, которые нужно решать, конечно, не один преподаватель, но это вместе... Ну а если нет в фондах нужной книги, они классической? Есть, она ее более избытком, ее очень достаточно. Например, Ну а если нет? Как часто от вас уходят без книг? очень редко, если это касается классической литературы, он вообще не И уйдет. чем вы можете помочь в этом вопросе? Ну, онлайн, есть же книг полно, можно и Все-таки прочитать. онлайн? Онлайн, конечно. Я поняла, что вы все время подводите к тому, что сегодня современному читателю, ну, конечно, нет проблем. Но я найти за эту классику. книгу. Вы в том понимании, как надо читать эту книгу, Да. Ну, тут тоже есть, вы спросите у молодежи, которая сегодня, вот они даже аудиокниги появились. Сегодня спросите, он скажет, зачем я буду эту такую толстую книгу, там 600 страниц, там скажет Шантарама, я Но у буду меня, с простите, собой. это надо почувствовать толстую книгу, когда ее читаешь, когда ее листаешь, Это классическая когда ты модель. разговариваешь с героями романа, повести, разницы нет.
Это совсем другое. Вы знаете, очень интересный был, когда вообще прошла вот идея полная цифровизация, значит, создания такого библиотечного контента, я имею в виду, значит, книги, и когда в Москве проходил очень-очень большой форум, проходил, и выступал один из очень уважаемых библиотекарей, на тот момент он возглавлял библиотеку Конгресса США, кстати, это была идея оцифровать, как раз принадлежала этой библиотеке. Вы знаете, он очень долго, говоря о том, как сегодня нужно и важно переходить на электронную книгу, вы знаете, он закончил свою подбурные аплодисменты, закончил фразой «Будущее за бумажной книгой». Я и не сомневался. Да, вот все-таки это надо тоже понимать, что будущее за бумажной книгой, тем более, если мы с вами говорим о чтении, о библиотеке, когда дело касается маленького ребенка. Ведь сегодня, я ужас смотрю на наших молодых мам, и я ужасе думаю, что вы делаете, как вы можете своего ребенка губить, когда вы его отдаете ему тиктоки, чтобы ребенок сидел. Но неужели у мамы нет 30 минут и 20 минут? Уделите внимание ребенку. Я даже сейчас, если меня смотрят молодые мамы, даже предложу проэкспериментируйте. Прошу. Возьмите вот у них, заберите у них планшет, заберите у них iPhone и так далее. Возьмите, прочитайте книгу, любую книгу. Живую книгу. Живую, и посмотрите, сколько минут ваш ребенок выдержит. Не более 10 минут. Он больше не выдерживает, потому что сознание ребенка уже есть визуализация, ряд уже другой. Ребенок воспринимает уже не своими глазами прочитанное, а только тем, что кто-то снял в ТикТоке. Эти сказки, мультики и так далее. Очень большой контент там, поэтому ребенка уже нет своего воображения. Но мы же прекрасно понимаем, что воображение формируется ребенка с 4 лет. И если этот процесс, очень важный процесс, воображение не развить в ребенке, если на воображение не акцентировать внимание, но дальнейшее вообще развить логическое мышление у ребенка отпадает. И поэтому мамы должны это очень понимать. Сегодня ведь недаром такие красивые библиотеки открываются в Чеченской Республике. Но 21 модельная библиотека, в этом году мы открываем 22-ю, нет ни в одном регионе Российской Федерации. Наше Министерство культуры понимает значимость модельных библиотек. Это очень важно. Но для чего это все создается? Чтобы ребенка за руку привести в библиотеку. Сегодня вот этот процесс, будет так говорить, от дома до библиотеки, он настолько сокращается, что вот если мы кардинально что-то не поменяем, ребенки, наши дети окажутся Тем более, в таком что на этой вакууме. дороге еще можно зайти в уличные библиотеки, а точнее взять из уличных библиотек, Совершенно. почитать что-то на ходу. Это великолепная фактор. идея, да, Айшат Рамзановны Кадыр, это ее была инициатива, великолепная инициатива как раз по уличным библиотекам. То есть сегодня, знаете, когда очень много мы говорим о чтении, очень много, но мало говорить, да, нужно же как-то что-то же делать же нужно. Вот поэтому, возвращаясь к тому вопросу, но и который говорить тоже нужно. Вы мне говорили, вот почему сегодня библиотекари читают стихи, не знаю, сегодня рисуют, проводят мастер-классы, даже поют, если они талантом обладают, для того, чтобы сегодня в зоне библиотеки было комфортно всем, особенно молодежи. Получается? Да, конечно, получается, но как таких ярких, конечно, результатов нет, но мы все-таки по этому пути работаем. Хорошо, по-другому задам вопрос. Библиотекарь способен влиять на читательский вкус или нет? Столько частично, поскольку если мы с вами берем ребенка, маленького ребенка, 100% может, я имею в виду детские библиотеки, они однозначно могут, потому что сюда привели ребенка, и его читательские вкусы формирует детская библиотека. Школьная библиотека просто обязана его делать, но если мы уже берем, скажем, библиотеку, как вот наша национальная библиотека, безусловно, сюда уже пришли более подготовленные, и вместе с тем, да, огромное количество проводится там мероприятий, встреч, для того, чтобы чтение стало обязательным. Вы можете оградить читателя от откровенно, я бы сказал, литературщины, скажем так, прошу прощения за мой английский, скажем. Да, вот вы можете оградить от этого? А то много появилось авторов, которых ни слога, ни языка, но ничего.
Ну, вы знаете, сейчас, наверное, вот сейчас может быть какая-то та зрительская аудитория, которая... возможно ли это делать? И нужно ли это да, делать? вот с меня смотрят, скажут, ну что тут, извините меня, Исраил, что там вот. Я, например, против комиксов. Ну, честно, я против них выступаю. Ну, это какие-то зарисовочки. Но посмотрите, сегодня у всех подростков в сумке эти комиксы. Сейчас же так стало модно. Корейские, я так не понимаю, там, корейские, китайские комиксы, японские, эти песни и так далее. Уже формируется абсолютно новое мышление, совершенно новый тип молодого человека. Это новый тип человека, у которого нет своего мнения, поэтому, конечно, библиотека очень может. Я, например, при комплектовании библиотеки литературой, я очень такой, я чуть частично где-то в 60-х. Учитываете вкусы? Совершенно верно, я учитываю. Ну, все-таки, наверное, конечно, «Сумерки», вот, который сейчас стал нужно ли очень... это? Казалось бы, библиотека. Нет, вы знаете, конечно, не то, что, но во всяком случае нужно же формировать вкус, надо, чтобы научить его отличать настоящую литературу от ненастоящей литературы, потому что, ну что ж получается, весь мир, как мы с вами сказали, читают Чехова, а у нас мало кто прочитал «Дядю Ваню». Извините меня, ну все театры мира ставили спектакли на всех языках мира, а мы у себя, знаете, как мы не знаем. Мало говорить, что великий Абузар Айдамиров один из лучших чеченских писателей, но давайте будем честны и откровенны. Но много ли из нас прочитали Еха Буйслаш? Даже если прочитали Еха Буйслаш, вряд ли прочитали второй и третий его роман, вряд ли читали его короткие рассказы, вряд ли кто-нибудь читал великолепные поэтические стихи Абузара Айдамирова. И это все должна делать библиотека. Это, ну, конечно, должно быть и желание самого молодого человека читать. Просто мало говорить, читайте, читайте Коран. Ну, в Коране 700 раз написано слово «читайте», Коран читайте. Это нужно показывать своим примером обязательно. Это нужно очень много проводить встреч с писателями. И не вот эти писатели, которые уже, знаете, как вот из года в год говорят одни и те же слова, мысли и так далее. Да, найти сегодня молодую, как такую креативную нашу пишущую молодежь. Она, кстати, у нас есть в Союзе писателей целый блок, который сегодня отделение молодых поэтов. Вот нужно с этими молодыми поэтами очень много проводить встреч, и чтобы они могли обмениваться, тогда нам станет понятно, что же сегодня нужно современному молодому читателю. Да, в принципе, ему ничего и не надо. Ему нужно что? Тот вакуум, духовный вакуум, который образовался внутри, его нужно заполнять. И заполнять нужно великой литературой, классической литературой, хорошими фильмами, музыкой и так далее. Это, по-моему, такой, знаете, обоюдный процесс. Это желание всех, и самого читателя. И таким должен быть современный библиотекарь? И такой должен быть современный библиотекарь, конечно. Это обязательно. Так должно быть. Библиотекарям не нужно переучиваться? И нужно. У нас тоже проблема тоже есть частично. Переходить на новый лад, как мы с вами уже говорили. Да. К сожалению, библиотекари тоже очень тяжело. Некоторые приходят на этот новый лад. Некоторые прям вот не хотят вот какую-то классическую модель. Все по-другому нельзя. Сидеть на ресепшене за стойкой и просто выдавать талоны, да? Да, совершенно талон выдал, и все. Тоже не получается. Это не сработает. И это не будет работать, пока сам библиотекарь, особенно в районных, сельских библиотеках, пока сам работник библиотеки не перестроит свою концепцию отношения к своей работе и к тому, что он делает. А самое главное, что нужно? Нужно знать, что сегодня хочет читатель. Это самый... Один из главных вопросов. Один из главных вопросов. Потому что в большинстве, это, к счастью, сегодня читатель знает, что он хочет. Он знает, какую он литературу прочитает. И, кстати, читают такую литературу, которую, ну, не знаю, вот мы, наверное, с вами вряд ли бы ее и читали бы. Сегодня очень модная стала психология. Ну, давайте, мы были студентами. Господи, ну, этот урок преподаватель с трудом психологии нас загонял. Помните, как мы не любили? Было. Сегодня это стала одна из самых читающих литератур. Это очень модная литература. Конечно, отчасти ее немного сегодня формируют и блогеры. Потому что, заметьте, 60-70% блогеры, они все-таки на психологии. Там, как стать удачным. Ой, извиняюсь, как стать там, скажем, удачным, как сделать так, чтобы завоевать этот весь мир. И почему-то многие думают, прочитав вот эту книгу, они непременно завоюют этот мир. Это тоже какая-то отчасти сегодня
новая появилась категория нечитающих. Они конкуренты чтений. библиотек? Блогеры? Да. Да нет, конечно, абсолютно. Они же не Ну, читают. слава Аллаху. Они же не читают книги. Они что, знаете, написали там 100-200 там, знаков и так далее. Нет, конечно, они не составляют конкуренцию, вряд ли когда-нибудь они ее составят. Но другое дело, Вот за они это вам формируют, аплодисменты мои. они отчасти формируют сегодня читательское мировоззрение, отчасти они формируют. Хотя я мало видела сегодня блогеров, их очень, наверное, может быть, они где-то есть, но так мало, которые бы сегодня рекомендовали бы хорошую, будем так говорить, качественную литературу. Да, если такой блогер появится, который читает сам, обсуждает свои, там, будем говорить, на своих страничках обсуждает книги, этих блогеров можно только приветствовать. И вот, да, конечно, они будут очень уважаемые и очень нужные люди будут. Хорошо. Вам не задают такой вопрос, зачем в век интернета нужны библиотеки? Если задают, как вы отвечаете? Вы знаете, буквально, наверное, задают каждый второй и каждый третий. Когда говорят, ой, а зачем нужна библиотека, что-то есть все в интернете. Объясняю очень просто, очень легко и просто. Это без библиотеки, во-первых, это не надо забывать, что главная функция библиотеки это собрать литературу, это хранилище книг. И сегодня, да, вот, кстати, выключили свет, ну и попробуйте, вы зарядите свой iPhone и прочтите вы что-нибудь. У вас не получится это сделать. Это первое, то, что библиотека хранит все, что изданное человечеству, там, книги и так далее, они нужны, это обязательно. И второе, для чего же они нам нужны, эти библиотеки? Чтобы то, что мы с вами выше говорили, формировать читательское мнение, читательское отношение, читательскую позицию. Вот с этих функций никто на себя не возьмет, кроме как библиотеки. И поэтому ведь недаром по всему миру строятся великолепные библиотеки, как я говорила, 21 модельную библиотеку открыли. Это нужно. Я, помните, как Маяковский говорил, если звезды зажигают, значит, кому-то нужно. Это нужно, обязательно. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень актуальный, интересный разговор. Без пафоса говорю, как и есть. И у меня два последних моих вопроса. Тишина должна быть в библиотеке. Вы сказали так. Ну, фраза уже такая Да, крылатая, классическая. Классическая. А не скучно быть библиотекарем? Это самая лучшая профессия, первое. Во-вторых, если вам очень скучно в одном зале, вы можете перейти в другой зал, где в это время шумно обсуждают книгу, вы можете принять участие в обсуждении книги, вы можете побыть на литературной какой-нибудь вечере посидеть. Так что для вас открытость... Это сейчас? Это сейчас, да. Мне не скучно. Наоборот, в тишине рождается нравственность. Эти слова принадлежат Ролану Быкову. Это действительно так. И такой вопрос в заключение. Библиотекарь – это профессия чистая женская? Да. Нет, конечно. Это профессия всех креативных молодых. Почему мужчин среди вас нет? Не престижно? Во-первых, в Национальной библиотеке есть мужчины, которые работают библиотекарями. Есть, конечно. И, как я говорю, это библиотека всех креативных молодых людей, которые сегодня в библиотеку приносят новые свои идеи, но при этом не забывая самую главную концепцию. Все, что вы сегодня приносите свои идеи в библиотеку, они должны быть связаны с книгой и с чтением. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Спасибо большое. С праздником вас. Спасибо с вашим большое. профессиональным праздником. Всех благ. Удачи. Спасибо большое. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И директор Национальной библиотеки Чеченской Республики Сацита Исраилова. И напоследок, дорогие друзья, читайте, посещайте библиотеки. Это полезно и для здоровья, ну и, конечно, для ума.